Дитя мое, отпусти теперь трепетную тревогу, которая тяготит сердце. Когда вы постоянно торгуетесь в уме, вы жертвуете покоем, обременяете себя беспокойством о будущем. Не терпи эти беспокойные ночи, отдай мне свои заботы, и пусть придет покой сна. Отпустите все, что вас сдерживает, и имейте веру. Моя цель — принести мир в ваше существо. Знай свою ценность в моих глазах. Вы не случайность, вы человек с уникальной и важной целью в этой огромной вселенной. Ваш потенциал огромен, и если вы полностью примете его, вы взлетите и станете благословением для многих. Отвлекающие факторы стоят у вашей двери, стремясь войти. Если вы позволите им, они вскоре овладеют вашим разумом и создадут внутри вас шум, стресс и смятение. Я обещаю, что это правда, независимо от того, откуда вы родом, независимо от тени вашего прошлого или глубины вашей боли. Вы доверили мне свою жизнь, и теперь, прежде всего, я сотру ваше прошлое, исцелю ваши раны, проясню ваше видение и открою благословенное будущее. Я увеличу твою мудрость, увеличу твой интеллект, дам тебе смелости и осторожности. Вы научитесь контролировать свои слова. Я облегчу ваши заботы и научу вас терпению. Преобразование началось, готовя вас сделать первый шаг и радостно идти навстречу обещанию новой жизни. Отпустите прошлое и заветные мечты. Сосредоточьтесь на новом пути, ведущем к Божьему благословению. Я говорю о процветающем и святом будущем, но ваша тревога заглушает мои слова. Проснись ночью, слушай внимательно. Это не игра. Верить и верить в себя – это не притворяться здоровым, а страдать внутри. Я не хочу, чтобы вы жили двойной жизнью, когда внешне вы выглядите счастливыми, благословляя других, но когда вы одиноки, вы боитесь внутри, окруженные старыми духовными битвами, которые вас сломили. Ты смеешься и плачешь. Но внимательно слушайте то, что я скажу, и не игнорируйте мои указания поделиться с вами. Поймите, что уверенность заключается не в том, чтобы быть совершенным или избегать проблем. Сдержу свое обещание даже в трудные времена, зная, что ты сможешь преодолеть любые трудности, зная, кто на твоей стороне. Стойте посреди хаоса, уверенно переносите свои тревоги, признавайте, что вы устали, и находите в себе силы двигаться вперед. Принятие веры означает, что вы вверяете свою жизнь мне, зная, что вы и ваши близкие защищены моей силой, ожидая с верой моего обещанного благословения. Куда бы ты ни пошел, мое присутствие покрывает тебя, моя армия поддерживает твои цели, защищает тебя от невидимых опасностей. Вера заключается в том, чтобы преодолеть свои слабости, свой туман и свою историю, встать, проявить себя и двигаться вперед, преследуя мечты и цели, которые я поставил перед вами. Итак, послушайте эти слова еще раз. Я хочу, чтобы вы хорошо их запомнили и запечатлели в своем сердце. Ночью вы можете спать спокойно и не беспокоясь. Я хочу, чтобы вы снова и снова читали вслух Псалом 23, слово в слово. Помните, что когда вы говорите «Иегова, мой пастырь», вся душа ваша наполняется миром Божьим, и сердце ваше умиротворяется. Закройте глаза и поблагодарите за свою жизнь, за свою семью. Спасибо за любовь, которую я тебе дал. Сегодня я обращаюсь непосредственно к вам и призываю вас погрузиться в свою жизнь, свою борьбу, свое бремя.
Я не хочу, чтобы ты был связан бредовыми чувствами, разрушающими твою душу. Не поддавайтесь тревоге. Научитесь доверять своему Небесному Отцу, который любит вас и всегда желает для вас самого лучшего. Ты веришь мне? Пожалуйста, дайте мне знать. Когда ты это сделаешь, почувствуй, как моя любовь окутывает тебя. Я хочу подготовиться и открыть дверь, о которой я молился. Я знаю твое совершенство, твои недостатки и твои слабости, но сейчас для меня важна твоя вера, молния, которая защищает тебя, молится, стучит, иногда даже громким воплем. Вы знаете, что стучащему дверь отворится, зовущему будет ответ, и усердно просившему будет дано. Ваша вера делает меня счастливым и наполняет меня радостью. Мне не терпится увидеть улыбку на твоем лице, когда ты увидишь, насколько знаменито твое имя на небесах. Но вами восхищаются как светочем терпения, настойчивости, решительности, мужества и веры. В ближайшие дни я покажу вам то же самое, что делаю каждый день. Ты знаешь это, но сейчас я хочу, чтобы ты был рядом с моей душой. Я хочу, чтобы вы увидели, что ваш Небесный Отец настоящий, могущественный и высокий. Ваша жизнь и будущее вашей семьи в моих руках. Поскольку вы до сих пор доверяли мне, я хочу, чтобы вы продолжили свой путь, иногда идя, иногда бегая, но всегда без гордости и препятствий. Продолжай, герой. Есть еще много преимуществ. Чтобы достичь своей цели, тебе суждено добиться успеха во имя мое святое. Одной рукой ты получишь благословения, которые я дал тебе, а другой рукой ты поможешь нуждающимся. Я благословляю вас в сердцах других, когда вы помогаете им. Я обогатю тебя. Сначала протяните руку своей семье, затем всем, кто искренне ищет вашей помощи на вашем пути. Не волнуйтесь, у вас не возникнет никаких проблем. Вам больше не придется иметь дело с бедностью. Отпустите прошлые проблемы. Все ваши нужды, печали и разочарования теперь всего лишь истории. Никто не отнимет то, что вы хотите, но всегда помните о необходимости хранить истину и убеждения, которыми вы руководствуетесь. Вы не хотите обманывать или предать. Оставьте низкое поведение лжецов и обманщиков. Пусть они идут своей дорогой. Я с тобой во всем. Я не оставлю тебя и не расстроюсь, если буду немного запутаться и запачкаться из-за хаоса в мире. Я знаю, ты проснешься. Ты был верен так долго, и если я увижу, что твоя вера пошатнулась, я протяну тебе руку и снова подниму тебя. Я ваш истинный проводник, в отличие от фальшивых лидеров, которые помогают вам только тогда, когда вы в беде, и отказываются от вас, когда вы падаете. Я недоверчивый человек, у меня нет причин лгать. Мои слова к вам прямые, иногда их трудно услышать, но я всегда говорю правду. Надеюсь, вы сможете понять, как растерянные души, которые слышат в ушах только боль и хотят слышать только сладкие слова. Знай, что я говорю с тобой с любовью и хочу, чтобы ты был здоров. Но в такое время я буду говорить прямо с вашим сердцем, потому что я хочу, чтобы вы процветали и становились богатыми, а не следовали ложным учениям, рожденным злыми мыслями. Я дал тебе меч праведности моей, вставай и дерись. Я помазал тебя моим святым духом. Никто не сможет противостоять вам на протяжении всей вашей жизни.
Как я любил своих слуг в прошлом, так я буду любить и вас, потому что теперь я избрал вас, чтобы вы служили мне. Я вырастил тебя, не ищите славы и денег, я ваш кормилец. Вам не нужно лгать или приукрашивать истории, чтобы вас заметили. Вам не обязательно использовать читы, чтобы пробиться. Скажи, ты любишь меня всем сердцем, будешь ли ты доверять мне, как раньше? Я говорю тебе, приготовься к чудесным вещам, которые я собираюсь сделать в твоей жизни. Чудо, которое вас удивит. Но с этим благословением приходит и ответственность. Ожидайте, что кто-то завидует и усомнится в вашем успехе, считая его удачей. Но не позволяйте их сомнениям поколебать вас. Запомните это сообщение, дверь, которая продолжала стучать, широко распахнулась. Будьте готовы попасть в необычную ситуацию. Не бойтесь, будьте сильными и не изнуряйте себя обманом или ненавистью к другим. Крепко держите свою веру, и я подниму вас над вашими противниками. Его будут ненавидеть, но ты пойдешь со мной в богатую землю, где тебя приведут к освежающим водам. Я буду хорошо о тебе заботиться, потому что я люблю тебя. Дай мне руку, я здесь, чтобы избавить тебя от страданий. Ты можешь думать, что выхода нет, но это конец, но я уверяю тебя, дитя мое, что это начало чудесных перемен в твоей жизни. Теперь дай мне свою руку, и я освобожу тебя от всех войн вокруг тебя. Следует сказать, что это конец многих плохих вещей, которые произошли с вами сегодня. Все эти вещи, которые вас огорчают и расстраивают, прекратятся. Пришло время отпустить людей и ситуации, которые ведут вас в яму. Пришло время отойти от себя и освободить печали, погребенные в вашей душе ложной дружбой. Избавьтесь от своей вины, воспоминаний, которые вас преследуют, и всего, что заставляет ваше сердце плакать. Я исцелю тебя, я помогу тебе забыть эту ужасную вещь. Их больше не будет. Но оставьте этот пункт, они вам не нужны. Если ты оставишь это богатство, ты больше не будешь страдать, потому что я держу тебя близко и не оставлю тебя одного нести это тяжелое бремя. Это было долго, вы не виноваты в том, что произошло. Эта проблема не твоя, сынок. Пожалуйста, прекратите блокировать эту проблему, я хочу видеть вас счастливыми и процветающими, потому что это беспокойство вредно для вашего здоровья и счастья. Сегодня я предлагаю вам новое начало, новую надежду, путь полной радости. Сынок, я обещаю тебе, что все изменится. Я исцелю твое разбитое сердце и забочусь о тебе с большой любовью. Я даю тебе силы начать все сначала. Я открыл дверь невероятным возможностям, гораздо большим, чем мне когда-либо недоставало. Не бойтесь, возьми меня за руку и встань. Отпустите прошлое, сейчас настало время вашего успеха. Я даровал вам невероятное благословение. Я твой Бог, и я знаю, что тебе нужно. Поэтому все проблемы я решал лично. Пришло время вашего освобождения. Я удивлю тебя в этот новый день, я сообщу вам новости. Вы получите ответ, который ожидали. Сегодня я изменю твою жизнь. Я делаю это, потому что вижу ваши страдания, вашу веру и вашу приверженность. Чудо, которое вы получите, принесет великую радость вашему сердцу. Вы можете подумать, что это невозможно,
но сегодня услышьте мой голос и приготовьтесь получить ваше благословение. Раскройте свои объятия и освободите свое сердце от сомнений и неуверенности, потому что то, что приходит в вашу жизнь сегодня, больше и лучше, чем вы можете себе представить. Я вижу, как вы ежедневно молитесь, прося о возможности появиться, и я прихожу сказать вам, что дверь теперь открыта. Все, что вы ожидаете от меня, будет исполнено. Вы доверяете этому авторитету? Готовы ли вы получить мое благословение? Держитесь своей веры и мужества, примите то, что я предлагаю вам, с распростертыми объятиями. Даже если ваши проблемы кажутся непреодолимыми, битва кажется бесконечной, а дела не всегда идут по плану, не отказывайтесь от того, что я поставил перед вами. Я ваш Бог, заботящийся о каждом аспекте вашей жизни и каждой ситуации. Стойте твердо в своей вере, посмотрите вверх и поднимите голову, ибо я не обманываю. Я не ошибаюсь, я не проиграю битву и не оставлю тебя. Почувствуйте мир, который я посылаю вам сегодня, наполните свое сердце миром. В этой тишине найдите надежду и покой, и позвольте этому вдохновить ваше внутреннее мужество и вернуть ваши мечты. Это даст вам мудрость снова поверить в любовь, простить тех, кто обидел вас, и решить, кто заслуживает других благ. Это даст вам силы сопротивляться и отказаться от вредных отношений или токсичной дружбы. Возможно, из-за всего, через что вам пришлось пройти, вы не привыкли жить в мире и счастье. Вы слишком заняты, чтобы наслаждаться моими благословениями. Будь сильным, но не утомляйся, получите эту новую жизнь. Ваша душа рождается заново, ваши ноги пойдут по новому пути. Будущее впереди вас прекрасное и прекрасное, но вы должны поверить и принять его. Скажи мне своими губами: верю, прими. Вы прошли тестирование, сейчас самое время благословить себя. Вы прошли через многое и извлекли много хороших уроков из всего, через что вам пришлось пройти. Вы достаточно храбры, чтобы столкнуться с неожиданными трудностями. Это не твоя вина, не ты их вызвал. Враг хочет потрясти вас, как ветер колышет пшеницу. Во времена отчаяния вы сеете свое семя и прикасаетесь к почве, запятнанной вашими печальными слезами. Но теперь посмотрите глазами веры, земля шевелится, появляются новые побеги, вот видишь. В этом году вы знаете что. Станьте свидетелем обильного урожая, пусть семя, которое, как вы думали, вы потеряли, оживет и благословит вас обильными семенами, которые вскоре обогатят вашу душу. Как ваш пастырь, я помещен туда, где вы должны быть посажены под моей опекой, и уверяю вас, что ваша пища исходит от меня. Делайте добро другим, но не доверяйте другим. Следуйте моему учению, будьте свободны от сомнений и ошибок, будьте тверды в вере. Чудеса и чудеса не только возможны, но в них верит твоя вера, а не игра на удачу или волшебство. Я говорю свое святое слово и всегда исполняю свою волю в нужный момент. Если вы хотите перемен, процветания и трансформации, я могу это обеспечить. Доверьтесь мне в своей вере, и я сделаю добро в вашей жизни. Не теряйте надежду, когда дверь закроется, что-то большое вот-вот откроется. В вашей жизни и вашей вере идет духовная битва, и враг блокирует ваш прогресс. Однако я буду направлять людей с небесной мудростью, чтобы поддержать ваш прогресс.
Смиренно примите его руководство и дайте время помолиться, и я открою его вам. Вам суждено преодолеть все препятствия, но вы должны уважать свою веру и признать, что успех – это не просто успех. Отвергнув мое слово и отвергнув свою веру, вы подвергнетесь нападению врага. Вместе мы будем двигаться к изменяющей жизнь духовной эволюции. Слушай внимательно, вас ждет почетная миссия. Заложен фундамент вашего будущего, гарантирующий безопасность вам и вашим последователям. Все они одарены уникальным, питательным обучением и непостижимым самосовершенствованием. Вы не для духовной бедности или эмоционального страдания. Начните мечтать и думать о будущих благословениях. Я превращу твои испытания в победу, твою печаль в силу и облегчу твою боль своей любовью. Примите спокойствие и силу, которые я предлагаю, управляйте своими сильными эмоциями и смело встречайте тревожные новости. Пусть будущее твое будет защищено благами небесными, защищено от всех врагов. Поверьте мне, потому что я не отказываюсь от своих слов и намерений. Держитесь моих слов и отойдите от обмана мира. Мы радуемся вашей вере и видим, как вы игнорируете провокаторов, которые пытаются лишить вас покоя. Знай, что ты любим и не одинок. Я обнимаю вас и утешаю вас Божьей силой и ободрением. Хоть ты одинок и лишен любви, я люблю тебя. Я слышал твой крик, я видел твою боль. Вы не одиноки, и я здесь, чтобы помочь вам преодолеть любые трудности. В моем горе и агонии ты не хочешь меня. Я не хочу, чтобы ты терпел эту боль. Не думай, что тебя беспокоит, оставь это мне. Если вас подталкивает мысль о неудаче, выбросьте ее. Ибо нет ничего за пределами понимания тех, кто верит в меня. Если вы начинаете чувствовать безнадежность, немедленно избавьтесь от этих чувств, чтобы не совершить большую ошибку. Не расстраивайтесь, потому что вы находитесь под контролем Бога, и Его сила бесконечна и безгранична. Если воля к жизни ускользает из ваших пальцев, призовите свою веру. Вы верите во всемогущего и суверенного Бога, который зажигает огонь Божьей любви в вашем сердце и порождает в вас необыкновенную волю к стойкости. Держитесь моего обещания, данного вам. Не обращайте внимания на насмешки ваших врагов, которые ежедневно бомбардируют вас напоминаниями о том, насколько недостойна ваша жизнь. Тебе больше не придется слушать его голос. Я хочу жить, и вскоре ты снова попытаешься получить мое благословение. Ваше положение улучшится, и ваши серьезные проблемы вскоре решатся. Поэтому я прошу тебя, сын мой, если ты когда-нибудь слышал, знай, что этого не было. Подумай об этом. Ты думаешь, что сможешь пойти и сохранить свою любовь ко мне? Ваша жизнь вот-вот изменится. Ваша борьба теперь вот-вот увидит свет. Я вошел так, как вы не можете себе представить. Прежде чем вы это заметите, решение появится перед вашими глазами. Не попадайтесь в ловушку тех, кто цепляется за злые вещи или слова тех, кто потерян в духовной тьме. Это потому, что если вы слышите или читаете это послание, у вас есть мудрость принять его. Ты большой, ты готов. Дверь вот-вот откроется. Не забывайте, что я не плод воображения. Ты знаешь меня, ты знаешь, кто я. Пришло время отпустить сомнения в моем обещании.
Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с испытаниями, я всегда рядом, чтобы вытащить вас своим божественным прикосновением. Ты окутал меня моей любовью, пожертвовал своей жизнью, и хотя твое прошлое было полно хаоса, когда я пришел, твой дар стал еще лучше. Пусть этот огонь разгорается в твоем сердце, мечта, которую я посеял в твоем сердце. Это будет дерево, которое обеспечит тень, воду и пищу вам и вашим близким. В любви держись за жизнь, которую я тебе дал. Наполнитесь великой радостью, потому что я сделаю правильно многие вещи, которые изменят вашу точку зрения. Ты лучше поймешь все, что я для тебя запланировал. Даже если ты споткнешься назад, помни, что я всегда рядом с тобой. Я простил тебя, я воспитал тебя, я никогда не оставлял тебя терпеть неудачу или оставаться в одиночестве. Придут светлые дни, исчезнет печаль, сердце наполнится радостью от происходящих чудес. Вы увидите это своими глазами. Теперь укрепите свою веру и приверженность и скажите мне: «Я верю». Как я всегда говорю, я очень тебя люблю. У меня на тебя замечательные планы. Дай мне руку, и шаг за шагом мы пойдем к миру и счастью. Скорость путешествия важнее вашей решимости и настойчивости. Сохраняйте свою веру спокойной и сильной, не отвлекайтесь, но ваше сосредоточение на мне и взгляд прямо перед собой приведут вас туда, где вы хотите быть. Разум и тело иногда убеждены, что времена наступают тяжелые и терпение иссякает, но это не за горами. Но ты вырос и больше не позволяешь мимолетным эмоциям руководить твоими действиями. Вы понимаете, что я желаю благословить вашу семью, зная, как бесстрашно противостоять любым трудностям. Враги будут побеждены, а препятствия устранены. Я не обещаю легкой жизни, но обещаю, что надежда и силы никогда не покинут тебя. Осознайте, что ваша победа неизбежна, и наполнитесь мужеством. Примите мое святое обещание здоровья вашему телу, здоровья вашему разуму и силы вашему сердцу. Я хочу разорвать цепь уныния и депрессии, которая может быть отчаянием, которая давит на вашу спину и заставляет сомневаться в моих словах. Та фальшивая дружба, которая не удалась, теперь исчезнет. Могущественные чудеса произойдут, если вы будете подчиняться мне и цепляться за мою любовь. Но не уподобляйтесь тем, кто хочет погрязнуть в грязи и принять ложь, которая их разрушает. Они гоняются за ложными обещаниями, стремятся к материальному богатству, коррумпированным местам, манипулятивному контролю и быстрому возбуждению, думая, что их присутствие и власть влияют на все, что они делают, на методы взыскания долгов, на одежду и на то, что они едят. Какая разрушительная ложь, жестокий обман! Есть те, кто оставил мое учение, потерял себя и ничего не хочет от того, кто пришел служить и отдал свою жизнь на кресте. Однако я вселился в ваше сердце и хочу сотворить с вами что-то чудесное. Оберните свою душу скромностью и избегайте искушения обманщиков. Я здесь, чтобы помочь вам. Я дам тебе больше мира и понимания, чтобы ты не утомился ожиданием, чтобы ропот и сомнения не испортили твой язык и не разрушили твою надежду и радость. Теперь от всего сердца скажите: «Боже, я доверяю Тебе, я доверяю Тебе, я жду своего благословения». Уверяю вас, что ваша просьба будет выполнена. Твоя вера в меня сильна. Верьте, что все ваши молитвы будут услышаны во имя Иисуса.
Я здесь, чтобы рассказать вам о новом сезоне дождей, открытом небе и обильных благословениях, которые наполнят каждый аспект вашей жизни и дома. Пусть вы и ваши близкие будут наполнены миром и счастьем. Все это доступно тем, кто верит в меня, принимает мои учения близко к сердцу и с нетерпением ждет благословений, которые приходят, не утомляясь и не отступая. Я прошу вас быть начеку. Вы должны проявить настойчивость и терпение. Для появления жизни требуется 9 месяцев, поэтому семя должно прорасти в плодородной почве, раскрыться и измениться, прежде чем оно сможет прорасти и зацвести. Ваши благословения также ценны и сильны. Чтобы все сложилось в вашу пользу, потребуется время и терпение. Я знаю, ты меня понимаешь и не сдашься. Продолжайте смотреть на горизонт, пока идете медленно. За кулисами ты тот, кто ты есть сейчас, не бойся перемен. Все это пойдет вам на пользу. Я хочу, чтобы вас окружали люди и ресурсы, которые помогают вам расти. Если ты пойдешь со мной, никто не будет бить тебя, обвинять или судить тебя, потому что я защищу тебя. Представьте себе, если бы вы могли видеть своими духовными глазами энергию небес вокруг вас. Если вы действительно видите мой святой свет, сияющий на вашем пути, взгляните на трудности, прежде чем упасть. Если вы сможете понять все, что происходит вокруг вас, как Вселенная выстраивается, чтобы поддержать вас. Скоро во сне я покажу тебе такую яркость, видение рая на земле. Я повелеваю всему миру благословить тебя, особенно когда я вижу такую чистую и совершенную веру, как твоя. Я глубоко тронут вашей любовью ко мне всем сердцем и душой. Поэтому я прихожу к вам каждый день с новым посланием. Несмотря на то, что твои трудности меняются изо дня в день, моя любовь к тебе остается прежней. Прежде чем ты начнешь свой день, я хочу сказать тебе, как сильно я тебя люблю. Но более того, я хочу спросить тебя. Я хотел бы услышать. Скажи: Иисус, я тоже тебя люблю. Моя любовь ничего не просит от меня, чего я не могу дать. Я верну тебе твое право, твое достоинство и твое место. Если вы отдадите свое сердце и примите исцеление и прощение моей любящей любви, я предлагаю вам лучшую жизнь. Мое обещание уже с вами. Это запечатлено в вашем сердце. Итак, если вы решили верить, позвольте этому проникнуть в каждую волну вашей жизни. Не следуйте примеру тех, кто говорит о моей любви, но не имеет настоящей веры. Я приглашаю вас встретить свободу. Сегодня вечером я соединим тебя со своим духом, исцелю твое сердце и разум и освобожу тебя от оставшихся уз. Когда ты проснешься, ты будешь свободен, как никогда. Ваше счастье больше не зависит от мнения окружающих. Вы в конечном итоге тот, кто вы есть на самом деле, умный ребенок, отличающийся добротой, решительностью и смелостью, теплой, сильной и крепкой верой. Присоединяйтесь ко мне в те мрачные моменты, когда люди причиняют вам боль, ранят ваши чувства, когда вас окружает тьма, когда вы считаете, что нет смысла продолжать. Вы принадлежите и хотите великих вещей. Не ленитесь плакать и жить в углу под крышей только в насмешку. Помни, моя любовь к тебе не знает границ. Я поддерживаю тебя, прощаю и исцеляю тебя снова. Я обещаю вам будущее, полное талантов,
которые ждут своего появления в мире счастья и здоровья. С гордостью заявляйте о своем законном месте, поскольку вы, ваш любимый принц или принцесса, навсегда находитесь в безопасности под бдительным оком вашего могущественного Небесного Отца. Скажите с уверенностью: «Мой дорогой Отец, я готов принять назначенное мне чудо. Жизнь – драгоценный дар, дитя мое. Не обманывайся, сынок. Ты устала, дитя мое. Зачем искать ответы в мире, полном сомнений? Грех, возможно, повредил человека, запятнал его тенями и обманом, чтобы затемнить яркость моей истины, ожесточая сердце на пути. Но не бойтесь. Не поддавайтесь искушению искать удовлетворения в тени мира, который пытается скрыть ваши глаза. Не расстраивайтесь и не поддавайтесь усиливающемуся влиянию этого неправильного и запутанного мира. Будьте сильными в невзгодах, сохраняйте веру в свои убеждения. Позвольте вашей внутренней истине руководить вашими решениями. Не обманывайтесь дешевыми мечтами и учениями. Пусть истина станет маяком, освещающим ваш путь к целеустремленной и процветающей жизни. Мой сын сильный, мой сын сильный. Пусть ваш внутренний свет не только направляет вас, но и ярко сияет, показывая путь тем, кто попал в ловушку безнадежности и отчаяния. Помните, что даже когда тьма кажется тьмой, свет истины и добра не может погаснуть. Развивайте свет внутри себя и наблюдайте, как ваш жизненный путь станет путешествием, отмеченным искуплением, миром и изобилием. Жизнь – замечательный подарок. Не тратьте их на поверхностные вещи, которые скоро исчезнут. Относитесь к каждому дню как к драгоценному времени, чтобы любить, делиться и углублять свое понимание того, что важно. Не отвлекайтесь на вещи, которые отвлекают вас от сути жизни. Найдите любовь и дружбу с окружающими. Наслаждайтесь подарком нуждающимся. Знайте, что самое богатое сокровище находится в любви, которую вы разделяете и получаете. Знайте ценность времени. Возьмите благодарное сердце и распознайте мимолетные моменты жизни. Если вы это сделаете, вы обнаружите, что жизнь становится более приятной, если вы решите жить с верой. Я знаю, что жизнь преподнесет тебе испытания и испытания, которые кажутся невозможными. Ваша вера будет испытана, подвергнута огню и очищена, как золото. Но не бойтесь, я обещаю быть с вами на каждом этапе вашего расследования. Итак, с какой бы ситуацией вы ни столкнулись сегодня, какой бы сильной ни была буря, вы не одиноки. Твердо стойте на моем слове и доверяйте моему слову. Жизненный путь часто может быть запутанным, но рядом со мной я сделаю его путешествием невероятной радости и успеха. Отпусти свой гнев и успокой свое отчаяние посреди беды, ибо я видел твое будущее, полное многих побед и благословений. Не бойтесь несправедливости, с которой вы столкнетесь. Я буду защищать завесу истины и всегда буду рядом, чтобы защитить тебя от опасности. Я возьму тебя за руку и поведу по прекрасному пути счастья и богатства. Делайте все возможное и сейте семена любви, чтобы пожинать счастье, потому что ваше сегодняшнее усилие окупится завтра. Берегите свое сердце от сетей этого мира. Оставайтесь сильными в вере, даже если окружающие вас отступают. Хотя путь будет долгим и путешествие трудным, я буду твоим освежающим прибежищем,
я дам тебе освежающую воду, чтобы утолить твою жажду и дать тебе покой. Двигайтесь вперед, не стесняясь теней и разочарований. Позвольте вере расцвести в вашем сердце, зная, что преодоление этого препятствия сделает вас сильнее и умнее. Будьте сильными, возложите на меня свое бремя, будьте сильными в невзгодах, сохраняйте веру в свою веру, и пусть истина внутри вас будет вашим путеводителем. Ваше решение – попытаться понять, для чего вы были созданы. Когда ты полностью доверяешь мне, я совершу через тебя великие дела. Пусть ваш жизненный путь будет полон счастья, радости и плодотворности. Я всегда рядом с тобой, наблюдаю за тобой и знаю путь вперед. Обещаю, я не оставлю тебя, я здесь, чтобы остаться. Я не отпущу твою руку. Я также внимательно слежу за вашими близкими. Особенно молитесь сегодня. Смутные времена зачастую наиболее склонны к чудесам. Я не хочу, чтобы ты страдал от своего недостатка прямо сейчас. Я подарю тебе и наполню твою жизнь наполнением. Я благодарен за благословения, которые пришли на ваш путь, и терпеливо жду вашего руководства. Если вы будете искать меня каждый день, вы найдете мой мир, который даст вам покой в течение дня и освежит вас, когда вы вернетесь домой. Входя в свой дом, не забудьте поблагодарить их за заботу о вас. Помолитесь о своей еде и не забудьте найти время поговорить со мной. Если я говорю, что с вами произойдут хорошие вещи, вы не захотите испытывать стресс. Но если ты поговоришь со мной, твое бремя будет снято, и узы, удерживающие тебя в плену твоих мыслей, будут разорваны. Страх и тревога прекратятся, ваше прекрасное присутствие наполняет вашу жизнь, успокаивает эмоции и прогоняет бурю. Ваше пребывание со мной – это духовная победа для вас. Дай мне несколько минут, и я изменю твою личность и уберу все заботы из твоей жизни. Я избавляюсь от гнева, криков, страха, опасности и воображаемых ситуаций, которые делают ночи еще хуже. Я освобожу тебя от вины и лживых уст, которые приносят в твою жизнь только печаль и скорбь. Сегодня я разрываю все узы тьмы. Моя жертва на кресте стирает вашу историю, разрывает ваши узы и приносит вам победоносную жизнь. Объявите на мгновение вашего сердца, что вы верите моему слову. Желаю вам счастья, благополучия, богатства счастья. Укрепите свою веру, сблизьте свою семью, сделайте свой дом святилищем мира и любви. Вы пережили множество бурь, вы ценны, умны и готовы расти. Ты подобен сильному дереву с глубокими корнями и множеством плодов. Я подготовил вас к грядущим благословениям. Я наполняю вас духом любви и силой контролировать свои эмоции. Помни, что моя любовь к тебе велика и постоянна, и покрывает тебя святой и должной заботой. Душа твоя отдохнет, и сердце успокоится. Каждое утро бери меня за руку, удаляй, когда придет усталость, говори со мной, я спрашиваю. Поделитесь своими потребностями, выразите свои желания, и, доверившись мне, вы обретете покой, превосходящий все земные знания. Когда вы благодарите, вас обдувает легкий ветерок. Если ты чувствуешь усталость, грусть или усталость, приди ко мне за руку. Остальное я дам тебе. Я твой лучший друг, подойди, послушай мои слова. Вы будете в тайной безопасности, держи меня за руку, и ты победишь, никогда не угасай в любви.
Скажи, что любишь меня, поверь мне, ты знаешь, что я здесь ради тебя. На этот раз ты не отпустишь, я подберу тебя, если ты споткнешься. Будьте тверды, задача еще не окончена. Я буду использовать тебя, чтобы распространять благословение и исполнять свою волю, куда бы ты ни пошел. Я поделился тем, как сильно я люблю тебя и всем, что я сделал для тебя. Продолжай двигаться вперед. На этот раз я с тобой на каждом этапе пути. Я пойду рядом с тобой. Я послал своих посланников, чтобы защитить вас от страданий. Когда ты позовешь меня, мои руки покроют тебя, и я защищу тебя своими крыльями. В моем присутствии ты обретешь покой, я подниму вам настроение и придам вам смелости, необходимые для преодоления трудностей. Вы не будете бояться опасности ночи, я твой путеводный свет и твой защитник. Мое обещание будет верным в смутные времена, скажи мне, что ты мне веришь. Вы драгоценны, я люблю тебя больше, чем что-либо. Я оставляю вам семена успеха, вы должны надеть нагрудник веры и своего урожая. Не забывайте, что я с вами во имя Иисуса, возлюбленного Сына. Будьте готовы, потому что чудо, о котором вы молитесь, сбудется. Вы получите здоровье и благословение. Я прихожу сюда сегодня со словами любви и надеждой сообщить вам, что вы всегда в моих мыслях и сердце. Моя любовь к тебе так же постоянна и сильна, как нерушимая связь, которая всегда рядом с тобой, даже в темные и трудные времена. Я здесь, чтобы дать вам утешение, покой и силу. Слушайте внимательно сегодня, потому что я хочу поделиться с вами чем-то важным. Чудо, которого вы желаете и о котором так горячо молитесь, действительно сбудется. Это святое знамение, которого вы ожидаете, появится в вашей жизни, потому что я, ваш Отец, явит свою силу, когда вы этого ожидаете. Я понимаю, что вы путешествуете по миру, полному неопределенности и проблем, и временами вы чувствуете усталость и утомление. Бремя, которое вы несете, кажется настолько тяжелым, что ваша вера пошатнулась. Но слушай внимательно, что я говорю, ты никогда не одинок. Я с тобой на каждом этапе пути и не оставлю тебя. Даже в самые болезненные моменты я был с тобой с самого начала. И когда я почувствую, что твои силы на исходе, я заключу тебя в свои любящие объятия. Иногда ваше сердце может быть полно вопросов и сомнений. Вы можете подумать, почему вам приходится сталкиваться с таким количеством трудностей и проблем в своей жизни? Почему тебе приходится так страдать? Были даже моменты, когда я сомневался в своей власти над тобой. Но я хочу, чтобы вы знали, что у всего есть цель. Каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, не только дает вам тяжелую битву, но и дает вам возможность развить и раскрыть в себе силу. Не позволяйте невзгодам поколебать вашу веру, не позволяйте жизненным бурям лишить вас ваших благословений. Всегда помните, что я тихо работаю над тем, чтобы изменить вашу ситуацию, изменить вашу боль и печаль на радость и счастье. Даже если ты этого сейчас не видишь, знай, что у меня есть идеальный план для твоей жизни. Каждый опыт, каждая слеза сплетает прекрасную ткань, которая скоро развернется перед вашими глазами, когда вы меньше всего этого ожидаете. Чудо, которого вы желаете, появится в вашей жизни, а оно может прийти в неожиданное время и в форме, которую вы меньше всего ожидаете, но будьте уверены, оно придет. Ты просто должен мне поверить.
Со своей безусловной любовью я верю, что вера – самый мощный инструмент для преодоления препятствий, с которыми вы сталкиваетесь. Даже когда шансы против вас, оставайтесь верными своей вере. Не позволяйте сомнению или страху нарушить ваш покой. Я ваш Бог, способный сделать невозможное и управлять невообразимым. Поверьте, вы увидите удивительные чудеса. Горы сдвинутся, и путь пойдет перед вами. Дети, верьте и не сдавайтесь. Ожидание может быть тяжелым, а нетерпение может сдерживать вас, но помните, что это время года формирует вас и укрепляет вашу веру в чудеса, которые еще впереди. Не сдавайтесь, сосредоточься на мне, и я никогда не оставлю тебя. Неожиданно происходит ваше чудо, которое более удивительно, чем ожидалось. Ваше здоровье улучшится, ваши финансы улучшатся, и ваше одиночество исчезнет. Поверьте, что я это сделаю, потому что я тщательно планирую каждый аспект вашей жизни. Не теряйте надежду и не позволяйте нетерпению затмить ваше видение. Пусть мои слова наполнят ваш разум надеждой и радостью. Я дам тебе силы во времена слабости, я приведу тебя в замешательство, в печали я утешу тебя любовью. Продолжай двигаться вперед, их ждет будущее, наполненное счастьем и целью. Знай, что в трудную минуту я всегда рядом с тобой и никогда тебя не оставлю. Даже если твои близкие оставят тебя, держись своей веры, потому что я больше всех твоих проблем. Не сдавайтесь и не падайте духом, я дал тебе силу и смелость противостоять всем препятствиям. Поверьте мне, мы здесь, чтобы привести вас к успеху. Сохранять веру, поверьте мне. Никогда не сомневайтесь в моей силе или моих планах на вашу жизнь. Ваша текущая ситуация не определяет вас, вы должны победить в этом испытании. Не прекращайте попытки, я с вами и готов вас поддержать. Поверьте в мою силу и измените свою жизнь. Вы не одиноки, я с вами, изливая любовь и поддержку в каждом вызове. Не расстраивайтесь из-за препятствий, вы можете добиться всего, чего пожелает ваше сердце. У вас есть смелость преодолеть все препятствия. Помните, вы не одиноки, я люблю тебя и надеюсь, что я с тобой навсегда. Поверьте мне, вместе мы сможем осуществить ваши мечты и цели. Будьте смелыми и решительными, ваша судьба ждет, чтобы раскрыть возможности и обещания. Приходи ко мне, у меня есть то, что тебе нужно. Моя милость и моя любовь будут к тебе. Я вижу смятение в твоем сердце, я слышу крик твоей души. Я понимаю трудности, через которые вы проходите, и мысли, которые вас беспокоят. Я знаю, насколько ты устал и напряжен из-за всех проблем, с которыми сталкиваешься каждый день. Сынок, я ничего не понимаю. Сегодня каждая слеза, которую ты плачешь, каждая боль, которую ты чувствуешь, я хочу, чтобы ты понял, что я с тобой. Я ни разу не оставил тебя. У меня нет времени оставлять тебя, потому что моя любовь к тебе бесконечна. Ничто из того, что ты делаешь, не может остановить мою любовь к тебе. Поэтому в печальные времена, когда ты чувствуешь себя побежденным или униженным, помни, что я с тобой навсегда. Я обещаю никогда не оставлять тебя даже в самый темный час. Не стесняйся встретиться со мной лицом к лицу, дитя мое. Я вижу суть того, кем ты являешься. Я знаю ваши сильные стороны,
ваши успехи, ваши трудности и ваши ошибки. Я знаю, что ты чувствуешь себя так далеко от меня во времена блужданий без пути. Но послушай, моя любовь к тебе не уменьшилась даже за этот период. Независимо от того, сколько раз ты меня оставишь или оскорбишь, я всегда рядом с тобой, жду, когда твое сердце вернется ко мне, даруя тебе бесконечное прощение. Мира и радости ты желаешь, дитя мое. Прислушайтесь к моим словам, ибо вы найдете утешение и мудрость для преодоления своих проблем. В нем вы найдете способ и решите все проблемы. Все, что тебе нужно, это я, и по моей милости уверяю тебя, что ты победишь во всех трудных ситуациях. Помните, что моя любовь к вам не зависит от того, что вы делаете или чего достигаете. Моя любовь – это бесплатный подарок. Так приди в мои объятия, дитя мое. Я здесь готов помочь и приветствовать вас с распростертыми объятиями. Пусть раны твоего сердца заживут. Принеси мне свое бремя и свои заботы, и я принесу их тебе. Моя сила превратит любую боль в силу и каждую печаль в надежду. Теперь сделай этот шаг веры, дитя мое, и положи все это к моим ногам. Я даю тебе силу, смелость и отвагу, чтобы преодолеть тьму и пустоту, которая тебя окружает. Держи меня за руку и позволь лучам твоего присутствия убрать тени из твоей жизни. Не бойтесь прийти ко мне, ибо я буду вашим прибежищем среди бед. В день беды я буду с тобой молчать. Когда тебе будет одиноко, я буду с тобой, и в твоей боли я буду твоим утешением и силой. Поверь мне, моя любовь. Поверьте мне на слово. Позвольте нам защитить вас и камень от повреждений. Даже когда трудности кажутся непреодолимыми, я поддержу тебя и прославлю тебя. Вы не найдете во мне стыда, но мой свет осветит ваш путь и приведет вас к счастью и удовлетворению, которых вы желаете. Так что не стесняйтесь приходить ко мне с молитвой, ведь я всегда готов выслушать вас и ответить на ваши просьбы. Помните, чего бы вы ни попросили у меня с верой, я дам вам, потому что знаю, что это хорошо для вас и для других. Так что доверься мне и моему плану для тебя, дитя мое, ибо мое желание принести пользу тебе во всех аспектах твоей жизни. В этот день, пожалуйста, приди ко мне. Я буду вести вас светом моих слов и дам вам мудрость и направление для вашей жизни. Не сдавайтесь, если почувствуете в это время уныние или усталость, но помните, что во мне вы не раз найдете свободу и прощение. Доверься мне и позволь моей любви наполнить все твое сердце. В этот особенный день я заявляю, что я свободен от всех страданий и депрессии, которые каждый день разрушают твою душу. Сегодня я разрываю все цепи угнетения, которые вызвали у вас депрессию, печаль и чувство вины. Отпустите прошлое и двигайтесь вперед в многообещающее будущее, которое я приготовил для вас. Не поворачивайтесь назад и не огорчайтесь, не слушайте голоса нечестивых. Помни, что в моей любви ты всегда найдешь прощение и восстановление для своей души. Знай, что с сегодняшнего дня ты мой любимый ребенок, мое сокровище. Я веду вас к обещанной жизни с избытком. Поверь мне, моя любовь делает тебя сильнее, сильнее, чем ты когда-либо мечтал. Иногда тебя окружает море обязательств, ваши дни отягощены заботами мира. Найдите минутку сегодня,
отойдите от шума и суеты и внимательно выслушайте послание, которое я вам говорю. У меня есть что-то более глубокое, чем я хочу поделиться, самая суть того, кто вы есть. Послушай, пусть мои слова коснутся тебя мягко, как шепот успокоит твою душу. Обратите внимание, слушайте не ушами, а открытым сердцем, потому что то, что я говорю, приблизит вас к целям и благам, которые вы приготовили для своей жизни. Оставь меня на мгновение в покое, дитя мое, и я обещаю тебе, что независимо от того, что тебя окружает, ты обретешь покой, который облегчит твой стресс. В это тихое время пусть нежный звук моего голоса успокоит шум вокруг вас, а истина наполнит ваше сердце. Услышьте ясно намерение моей воли о том, что вам предстоит пройти уникальный и особенный путь, путь любви, радости и бесчисленных благословений. Держитесь моих слов, и они сделают вас богатым и успешным человеком, которым вы хотите быть. Поэтому ты должен знать мое желание различить изнутри тебя, что у меня на сердце. Но я хочу, чтобы ты во всем двигался вперед. Перестаньте слушать, что говорит мир, и культивируйте в своем уме мысли, говорящие иначе. Игнорируйте все мысли, которые пытаются посеять в вас бедность. Пришло время вам признать, что моя воля благая, чудесная и совершенная, ибо я хочу благословить вас во всех аспектах вашей жизни, чтобы ваши мечты сбылись и ваш бизнес процветал. И ваши усилия были щедро вознаграждены. Сохраняйте чувство благодарности в своих молитвах и знайте, что я могу ответить на них в соответствии со своими целями. Считай, что я Бог любви, и моя любовь к тебе не знает границ. Любить себя невозможно, но гораздо труднее любить себя меньше. Пусть моя любовь окутает тебя и принесет радость и покой в твое сердце. Бог сказал мне вернуть это в свиток Иисуса. Что бы ни происходило на международном уровне, меня это не касается. Божья слава всегда будет в моей жизни. Через Иисуса Христа мне был дан новый образ жизни. Я молюсь сегодня, чтобы я жил полностью в Твоей благодати и был свободен от греха. Моя любовь вечна, как и все данные прошлого. Пусть моя любовь окружает тебя, исцеляет и укрепляет. Найди утешение, покой и радость в объятиях моей любви по благодати Божией. Аминь. И если вы просите о чем-то в молитве и думаете, что у вас это уже есть, вы скоро получите это, потому что Бог всегда работает над тем, чтобы изменить вашу историю. Вскоре вы сможете сосредоточиться на светлой стороне и забыть о плохих временах. Вы преодолеваете все жизненные трудности, потому что Бог с вами. Что нам нужно, так это движение вверх и активное применение Божьего послания. Иегова – мое убежище, моя крепость, мой Спаситель. Мой Бог – мое прибежище, мой защитник и скала моего спасения. Вступая в этот новый сезон, вы обнаружите вокруг себя много успеха и инноваций. Возложите свои заботы на Бога и отдохните. Отдайте свои заботы Богу, потому что Он их разрешит. Снимите с себя бремя своего горя и позвольте Богу исцелить вас. Но доверьтесь Богу и отпустите страх. Не волнуйтесь, получите Божье благословение. Вы испытаете бесконечное чудо, приближающееся к вам. В течение следующих 3 дней нас ждет множество интересных событий, разработок и преимуществ. Подумайте еще раз, вы не одиноки на этом пути.
Иегова обещает сражаться в ваших битвах и дать вам мир в каждой буре, если вы доверяете Ему. Счастье и довольство в вашей жизни. Будьте готовы к максимальному обновлению вашего адреса, почтового индекса, баланса счета, кредитного отчета и медицинского обследования. Бог дает благо, прорывы и чудеса. Вещи, которые вас огорчают, в конечном итоге приводят к вещам, которые делают вас счастливыми. Улыбайтесь, любите и пожинайте плоды. Бог хочет, чтобы вы осознали, как бы вы ни устали, Он – источник вашей вечной силы. Не сдавайтесь, потому что, когда вы молитесь о помощи, происходят чудеса. Теперь у вас есть ветер денег. Подождите несколько часов, и будет вам счастье. Возможно, вы захотите поблагодарить меня за это чудо. Верьте во что хотите, потому что так говорит Бог в Библии. Все, о чем вы попросите во время молитвы, будет вам дано. Будьте уверены, не задавайте вопросов. Неопределенность – это волна неопределенности. Бог спланировал ваше будущее. Указанные преимущества должны вас порадовать. Если вы будете следовать добрым наставлениям, данным Богом, вы сможете добиться успеха. Давайте склоним головы и помолимся, Небесный Отец. Я верю, что вы найдете решение, поскольку вы Творец всего хорошего. Во имя Иисуса Христа я прошу вас раскрыть и уничтожить дух неверия в тех, кто меня окружает, и в тех, кого я люблю. Помоги мне узнать, что Ты заботишься обо мне, слушаешь меня, заботишься о моих нуждах и любишь меня. Каждый день приносит свои испытания, но помните, что благодаря этим испытаниям есть возможность стать сильнее и выносливее. Я обещаю дать вам смелость преодолевать любые препятствия и стойкую уверенность, чтобы противостоять любому шторму. Вы увидите, как моя благодать и любовь сияют во всех аспектах вашей жизни. В своей карьере ожидайте неограниченных возможностей для прогресса и успеха. В ваших личных отношениях у вас будут настоящие и преданные друзья, которые помогут вам на каждом этапе пути. Ваше здоровье будет процветать, делая ваше тело маяком силы и здоровья. Мир наполняет ваш разум и уравновешивает ваши эмоции. Ваш дух поднимется, приблизит вас к Богу и улучшит ваши отношения со мной. Поверьте моему обещанию, оно верно и верно. Верьте этому всем своим сердцем, ибо это обогатит вашу жизнь. Они станут освежающей бомбой для вашей души. Не бойтесь этих слов, потому что то, что я говорю вам сегодня, истинно и реально. Примите мои слова близко к сердцу, и я покажу вам путь, который я написал для вас, путь полный надежд, целей и плодов. Помни, чтобы мир не говорил о тебе, как бы далеко ты ни зашел, как бы ни была прекрасна твоя жизнь, это не делает тебя недостойным моей любви. Моя благодать более чем покрывает все ваши недостатки, и моя благодать всегда поддерживает вас. Ты ничего не можешь сделать, чтобы остановить мою любовь, таково условие. Знай сегодня, дитя мое, что тебя используют для великих дел в этом мире. Не недооценивайте себя из-за своего возраста или сомнений в своем будущем. Ты мое творение, созданное по моему образу, с особой ролью, которую можешь сыграть только ты. Для вашей жизни существует божественный план, для вас особая миссия. Всякий раз, когда вы чувствуете себя подавленным или усталым, помните эти слова и произносите их с уверенностью.
Я укреплю вас и направлю к уникальной жизни, полной благословений и величия, предназначенной вам. Даже если ветер против вас и кажется, что все идет не так, продолжайте идти. Я всегда рядом с вами, подбадриваю вас, придаю вам сил и готов отплатить вам за ваш тяжелый труд и преданность делу. Я исполню ваши самые сокровенные желания, и двери, которые вы считали закрытыми, откроются перед вами. Дитя мое, спасибо, что ты нашел время выслушать эти слова. Теперь смело идите вперед. Не бойтесь и не разочаровывайтесь по поводу того, что должно произойти, потому что я представляю вас. Даже если путешествие кажется трудным, а пункт назначения далеким, знайте, что моя благодать и сила превосходят любые испытания, с которыми вы сталкиваетесь. Продолжай свой путь, дитя мое, продолжай с верой и решимостью, моя дорогая дочь, всегда помни, что ты мне дорога и драгоценна. Наслаждаться.